Поездка в столицу России организована в рамках соглашения между Департаментом образования Москвы и Министерством образования и науки Ингушетии. По словам министра образования и науки Ингушетии Юсупа Кастоева, полученный опыт можно будет в полной мере применить в учебных заведениях республики. У нас в феврале в город Москву бывает представительная делегация, предположительно, из 15-20 директоров наших школ, в лучшие школы Москвы и Московской области для обмена опытом. Это, безусловно, это была ваша инициатива. Полагаю, что эти встречи у нас будут ежеквартальными, поездки и к нам будут ездить директора лучших школ Москвы и Московской области. Мы уверены, что это очень позитивно повлияет на качество образования и качество преподавания в наших школах. Как отметил Юнусбек Кивкуров, подобный обмен опытом должен принести реальную пользу нашим детям. Директорам школ необходимо внедрять новые практики по ключевым направлениям процесса обучения. Они должны проехать не просто там, а у каждого должен быть план заданий. Вопросы, под 30, под 40, но какие вопросы они должны там изучить. То, что касается директора школы. Начиная там от антитеррористической защищенности объектов, посещаемости, электронного контроля посещения учеников, а родительских комитетов, то есть вот эти ключевые вещи, которые там касаются организации единого госэкзамена, популяризации, там, ну и так далее, питание, там, как это все делается. Все понятно? Понятно. И они должны приехать и сдать экзамены, что они делают. Это раз. И второе, находясь там, они должны расписать, что они будут внедрять в школы. Это два. Что они там получили? И после возвращения они должны поставить планы работы, а ваш заместитель должен контролировать, прокурировать школы. И ежеквартально они должны показывать. Там, в первом квартале вот это внедрили в школу, в втором вот это внедрили. И мы должны увидеть тогда другой образ школы. Юсуп Кастоев также сообщил, что 14 января в республике пройдет конкурс на замещение вакантных должностей руководителей общеобразовательных организаций. В настоящее время имеется 29 кандидатов на 11 школ. Конкурс будет транслироваться в прямом эфире на НТРК Ингушетии и на сайте Миноборнауки Ингушетии. На 11 школ у нас претендует 29 конкурсантов. Конкурс будет демонстрироваться в прямом эфире телекомпании Ингушетия, а также на сайте Министерства образования Республики Ингушетия. Это ингушское ноу-хау, это было сделано по вашей инициативе, но совсем недавно заместитель министра образования Российской Федерации Сергей Кравцов рекомендовал настоятельно ингушскую инициативу распространить на все субъекты Российской Федерации. По мнению Юнусбека Евкурова, каждый победитель конкурса должен в течение года пройти испытательный срок на новой должности. Конкурс это хорошо, и оно должно быть там. Единственное, еще раз повторяю, чтобы этот конкурс не превращался тоже в коррупционную схему. Это раз. И второе, конкурс прошел директор, у него должен быть год испытательный. В контракте это должно быть. Будет. Если директор не справляется, он будет уволен. Это все должно быть по закону прописано, чтобы потом не получилось так, что вы его не имеете права уволить. Только на год. На год контракт, но директор, претендент на директора, когда на конкурс идет, желательно его заставить, программу поставить. Что он хочет и как он хочет. У нас конкурсная документация — это обязательное условие. И чтобы вы посмотрели программу, как он будет в этой школе эту работу проводить. Еще одной хорошей новостью Юсуп Кастоев назвал начавшуюся работу по оснащению видеонаблюдения всех детсадов республики и начальной школы. Теперь у родителей появится возможность следить за учебными воспитательными процессами в этих учреждениях. Кроме того, Юсуп Кастоев проинформировал, что в соответствии с распоряжением правительства России Ингушетии выделено 24 школьных автобусов, большая часть из которых уже поступила в республику. Начали оснащение видеонаблюдения всех наших детских садов и школ, начальное звено, начальные классы. То есть в классах и в детских садах по группам у нас будет висеть видеонаблюдение. Будут по видеонаблюдению, имея свой пароль, каждый родитель сможет наблюдать, как идет процесс обучения и в детских садах, и в школах. То есть, но исключительно только там, где их ребенок находится. Это во всех школах в перспективе. И во всех детских садах мы в первом полугодии этого года это закончим и не потратим на это ни одного рубля бюджетных средств. 20 автобусов уже поступили в республику, осталось 4. 20 когда поступили? 20 поступили в течение декабря. Оставшиеся 4 мы получаем до конца января месяца, и
хотим вас пригласить на торжественную церемонию вручения автобусов в школам. Также в ходе встречи Юсуп Кастоев сообщил, что Республика Ингушетия выиграла конкурс на создание в регионе детских технопарков «Кванториум». На эти цели из федерального бюджета будет выделено 80 миллионов рублей для оснащения высокотехнологическим оборудованием некоторых школ. По словам министра, сам технопарк появится в Назрани, при этом его филиалы будут открыты в ряде школ региона. Мы выиграли конкурс, одними из первых в Российской Федерации. Республике Ингушетия выделяется более 80 миллионов рублей для оснащения высокотехнологическим оборудованием наших школ, где мы будем создавать кванториум. Центр будет создан, центр кванториум у нас будет создан в Центре образования города Назрань. Мы уже проводим работы, есть и ваше поручение. Мы гимназию номер 1 города Назрань перепрофилируем в многопрофильную гимназию для одаренных детей. Для этого нам будет необходимо внести изменения в закон об образовании Республики Ингушетия. Это обязательно нужно внести, и мы рассчитываем на вашу поддержку. Глава Ингушетии поручил докладчику представить предложение по созданию центров «Кванториум» в Ингушетии, обучению ребят и педагогов, а также поэтапно расписать план бюджетных расходов. Зелимхан Калоев, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Рамзан Ахильгов, Новости 24.